Это программа «Актуальное интервью» и с вами Туяра Константинова. Гость нашей студии – руководитель образовательно-просветительского проекта «Старт в космос» генерал-майор Константин Васильевич Чмаров. Здравствуйте, Константин Васильевич. Добрый день. В эти дни в Якутске проходит научно-практическая конференция «Якутский космос». Константин Васильевич, вы человек, который непосредственно имеет отношение к космосу. Вы обеспечивали строительство космодрома «Восточный», выполняя поручения президента страны, и по приглашению главы Республики Айсена Сергеевича Николаева возглавили новый проект «Старт в космос». Программа действует уже 3 года. Я предлагаю подвести промежуточные итоги. Каких результатов добилась команда проекта за этот период? Спасибо. Вопрос, конечно, очень конкретный и, конечно же, волнует очень многих жителей Якутии. Прежде всего, на что была направлена работа? Это продолжили борьбу по предотвращению, по развенчанию вот этих сплетен, наговоров и, конечно же, искоренению невежества. Очень большое было негативное мнение, в том числе и в Амурской области, где строился космодром. Потом периодически волнами в Якутии продолжали. И, конечно же, это был позором, что в 21 веке мы говорим о том, что, так сказать, из-за космической деятельности бегают зайцы величиной с теленка. Вот, и другие там небылицы рассказывают. Поэтому серьезнейшая работа. Эту работу, кстати, не надо забывать, не надо ее продолжать. Потому что чуть только появляется какой-то мент, особенно, так сказать, любят определенные негативные политики использовать в своих целях. Вот эту так называемую зеленую тему. Ничего не предлагая, а лишь бы, так сказать, хаять космическую деятельность. То есть, повторяю, первое, на что это было направлено, это борьба с невежеством. Также вот этот проект позволил объединить усилия разноплановых групп людей. Вот начиная от обыкновенного якутского школьника, студента, учащегося, значит, и кончая космонавта. Вы знаете, сколько человек уже прибыло, так сказать, во-первых, и космонавтов, уже это стали простые, так сказать, и рядовые, чуть ли, так сказать, гости республики. Раньше это было, так сказать, такое великое событие. А это сейчас это просто как на работу приезжает. Сколько сотрудников госкорпораций приезжало, так сказать, и должностных лиц госкорпораций. И сейчас работают сегодня, так сказать, там. Конечно же, многие ученые, значит, оставили свой след, хороший след, так сказать, на территории Якутии. Конечно же, вооруженные силы в лице, прежде всего, космических войск. Вот. То же самое много. И самое главное, я говорю, вот эти все представители различных ведомств, учреждений, они все работают на безвозмездной основе. Это потому что общественные все движения, общественные организации, так же как Российская академия космонавтики имени Циолковского. То есть не нужно какие-то тратить деньги, а получать определенный результат. Ну и также, так сказать, я скажу, что вот благодаря этому проекту была выстроена четкая работа с конкретными мероприятиями, с конкретными исполнителями, с конкретными сроками реализации этих мероприятий. Конечно же, это очень плодотворно сказывается на деятельности республики, на ее имидже. Вот. И поэтому с удовольствием, значит, такой как космонавт, как Роман Романенко, так он уже считает свою Якутию практически родной республикой. Поэтому вот такие плотные неформальные связи – это тоже одно из достижений данного проекта. То есть вот мы от круглых столов, просто от посещений и вручений каких-то, так сказать, памятных знаков, подарков, участия в каких-то памятных мероприятиях в республике, мы уже подходим к серьезным научным исследованиям. И в том числе и сегодняшняя, так сказать, вот практическая конференция, которую вынуждены были переносить практически 3 года. Вот. Значит, она сейчас состоялась, хотя хотелось бы, конечно, в очном режиме. Получается в таком режиме онлайн, так сказать, в заочном режиме в основном проводим мы, так сказать, конференцию. Это тоже показывает, на которой будут докладывать и ученые серьезные. Вот. Поэтому это, конечно, так сказать, вот, позволяет вот, серьезно двигаться республике, так сказать, к намеченной цели, именно, так сказать, возрождению, так сказать, таких цивилизованных, так сказать, форм обучения. Значит, это чтобы быть не в конце плестись цивилизации, а практически чуть ли, так сказать, по крайней мере, впереди, в первом эшелоне цивилизации и промышленного, и научного освоения республики.
Константин Васильевич, я бы очень хотела, чтобы вы рассказали о работе со школьниками, потому что я знаю, что очень большая работа проводится. Ну, я уже говорил, что практически работа проходит со всеми категориями. Особое внимание, конечно, на школьников. Я вот почему привел пример, в том числе и на работу вооруженных сил большую, что, конечно же, вот юноармейцы, которые, так сказать, сейчас подхватили знамя, в том числе, так сказать, и аэрокосмические классы, так сказать, и аэрокосмические, значит, направления деятельности, конечно же, они очень позитивную роль играют, так сказать, в воспитании патриотизма у школьников, в объединении, так сказать, вот этих школьников, так сказать, на такой хорошей, достойной, так сказать, это идеи, чтобы не забивали мы наше, так сказать, героическое прошлое страны, наши все космические достижения. Поэтому со школьниками что в основном это? Это прежде всего музеи, продолжают комплектоваться, создаваться, так сказать, и там проводиться различные мероприятия. Это различные форумы, которые проводятся. Это встречи с космонавтами, с сотрудниками и специалистами, так сказать, космической отрасли. И, соответственно, значит, совместные проекты со школьниками, о которых мы еще поговорим чуть дальше. 2 года назад, до пандемии, была создана секция Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики имени Циолковского в Республике Саха-Якутия. Что это дает нашему региону? Прежде всего дает проводить серьезные научные исследования. И, повторяю, на безвозмездной общественной основе. Ведь, допустим, вот такие исследования и сегодня будут выступать у нас экологи. В том числе есть такие известные экологи, известные ученые. Причем не просто доктора наук, а доктора наук по одной, как Олехнович Александр Владимирович, тематике, и кандидат наук по другой тематике, так сказать. То есть, и это все на безвозмездной основе. Значит, для того, чтобы, так сказать, развенчать вот этот миф о том, что, так сказать, космическая деятельность очень вредна и так далее. Вот я все время говорю, привожу примеры. Вы посмотрите, вот что делает обыкновенный лесной пожар. Ведь это такие разрушительные силы, значит, такое горе дает людям, так сказать, значит, начиная от уничтоженных жилищ и кончая животным миром, растительностью и так далее. Значит, космическая деятельность, это тоже промышленная деятельность. Она, конечно, не добавляет положительной экологии, но она, во-первых, так сказать, проводится в разумных пределах, она грамотно выстроена, а где-то, как ни странно, даже позволяет сохранять животный мир. Вот я привожу пример сюда, деятельность всех космодромов. Что Восточного, что Плесецка, там везде сохранен животный мир. За счет охраны, за счет пропускного режима, там меньше браконьеров, ну и так далее. Поэтому, понимаете, тут нужно грамотно разбираться. Если где есть определенное негативное влияние на окружающую среду, там нужно принимать меры. Там, где просто это популизм, и как на Западе сейчас, так сказать, сначала от угля отказались, потом отказались от атомной энергии, а сейчас все назад возвращается потихоньку. Потому что не может человеческое прожить, также не может прожить и без космоса. Поэтому, конечно же, вот работа этой секции позволила, во-первых, повысить авторитет республики. Во-вторых, значит, повторюсь, научные исследования проводить. Вот. В том числе и сегодняшняя наша научно-практическая конференция именно эту цель преследует. В том числе. Ну и, конечно же, так сказать, объединить усилия и, соответственно, привлекать многих должностных лиц для работы в республике. К столетию Якутской ССР планируется запустить искусственный спутник Земли, небольшой аппарат, собранный якутскими школьниками при участии Малой академии наук. Константин Васильевич, в чем полезность и уникальность этого проекта? И верите ли вы лично в успех этого проекта? Ну, конечно, верим. Конечно, верим, значит, в этот проект. Значит, конечно, есть сложности. Вот. Сейчас, честно говоря, малым космическим аппаратом ни одну республику, ни одно даже учебное заведение серьезно не удивишь. Везде уже поставлен на тираж вот эти так называемые кубсаты, которые, не секрет, собираются практически на 100% из импортных вещей, из элементной базы. И, соответственно, так сказать, работают там с определенными целями в космосе. В чем вот полезность проекта для Якутии? Во-первых, и даже уникальность. Значит, проект этот был разработан школьником. То есть главный конструктор, он сейчас на 2-м курсе, Петров Андрей Николаевич. Это его идея, его, так сказать, практически, так сказать, воплощение, так сказать, своего замысла, своей мечты детской. Это практически очень здорово. То есть второкурсник университета уже проектирует космический аппарат. Полезная нагрузка, так сказать, разработана главным конструктором.
программное обеспечение разработано главным конструктором. Значит, и самое главное, этот аппарат не просто ради того, чтобы, так сказать, запустить и сказать, посвящен столетию республики. Он должен работать, почему говорю слово «должен», потому что еще мероприятие не завершено. И много трудностей на пути даже вот этого малого космического аппарата. Вот с трудом мы преодолеваем, но идем по плану, пока сбоев нету. Вот. И, соответственно, так сказать, этот космический аппарат должен послужить и выполнять прикладные задачи. Работать на аэрокосмические классы, привлекать школьников. Уже порядка 5 рабочих мест в школах подготовлено для работы с космическим аппаратом. Вы представьте, значит, где-то в отдаленном селе, то же самое село Дюбся, там, к примеру, так сказать, где прекрасный музей, значит, школьник может выходить на, значит, аппаратуру космического аппарата, получать определенные исследования и чувствовать себя сопричастным именно в космической деятельности. То есть вот этот уникальность проекта, что мы в том числе в Якутии уже от общественно-политической, просветительской, образовательной деятельности приходим уже к небольшим масштабам, но уже прикладной тематике, так сказать, используя космический аппарат. Константин Васильевич, я слышала, что будет такой создан детский центр управления. Где он будет находиться? 5 рабочих мест. Это и есть, так сказать, практически, значит, ну, центром управления его тяжело называть практически, но центром, так сказать, значит, это пунктом управления, потому что центр это еще все-таки слабовато, так сказать, но пункты управления, да, будут, которые позволяют за счет, так сказать, смонтированных наземных станций выходить на связь и подавать определенные сигналы космическому аппарату. Константин Васильевич, я желаю вам успехов в команде, которая занимается, вот, преодолевает все эти трудности. И большое спасибо за беседу. Спасибо вам. Всего вам хорошего.